Дорогие друзья, мы сегодня в продолжение страстей по Матфею с вами начнем страсти по Иоанну. Не в таком интенсивном режиме, потому что страсти по Матфею действительно приходилось просто галопом по Европам проходить. Вот. Сегодня мы немножко подробнее поговорим, и у меня в планах на этой неделе целиком первую часть страстей по Иоанну сделать, и на следующей вторую часть. Вот. Спасибо всем, кто смотрел «Страсти по Матфею», мне очень приятно, и я надеюсь, кому-то это интересно и полезно. Но, конечно, я всегда, несмотря на то, что даю сам просветительские концерты и часто рассказываю перед исполнением музыки, я все равно сторонник того, чтобы, конечно, в первую очередь слушать музыку, а не говорить о ней, поэтому я всегда всем рекомендую в первую очередь смотреть, конечно, записи, хорошие записи этой музыки. Итак, как вы знаете, что касается страстей, Бах в этом жанре написал 5 произведений, но 2 точно до нас дошло, да? 2 точно не дошло, и авторство «Страстей по Луке» считается теперь по современным исследованиям, что принадлежит Баху. Да? А «Страсти по Иоанну» совершенно точно принадлежат его перу, и очень интересно, они были написаны к 1724 году, очень трудно сказать, в каком точно году, месяце, но 7 апреля 1724 года они были исполнены. Вот. И интересно, что на партитуре, на первом титульном листе Бах всегда писал следующие 2 буквы. JJ, это значит «Иисусе, помоги». И вот у меня автограф партитуры, где написано «Иисусе, помоги, страсти по Иоанну для 4 голосов, 2 гобоев, 2 скрипок, альта и континуо Иоганна Себастьяна Баха». 4 голосов, хотя сегодня по манере страстей по Матфею эти страсти исполняют тоже как бы двухорно фактически. Иногда бывает так, что сегодня 1 хор и 4 солиста. Вот, например, в первом хоре, по аналогии со страстями по Матфею, во многих записях выступает помимо оркестра хор и 4 солиста. Они меняются, да? Меняют и поют различные реплики. Вот. Это монументальнейшее произведение, конечно, отличается от страстей по Матфею, причем странным образом, потому что по моему личному восприятию этих 2 Евангелий, скорее такой философский оттенок должен был бы лежать на страстях по Иоанну, но он лежит именно на страстях по Матфею, а страсти по Иоанну являются более таким, что ли, реалистичным произведением. Я вот попробую немножко даже вам понапевать речитативы, да, и просто буду показывать, насколько реалистично Бах, вот говорят, что у нас Доргомышский, наш великий композитор, изображал речь людей, да, пытался живые интонации найти. Здесь у Баха просто продумано каждое немецкое слово в речитативе, вот эта вот семантика, оттенки слов, это действительно потрясающе. Это очень реалистичное произведение, оно уже с первых звуков действительно погружает в какой-то колоссальный баховский вот этот апокалиптический мир. Надо всем Бог, надо всем вот эта высшая сила у Баха. Вот, значит, как я уже сказал, к 1724 году это произведение было первый раз написано, вообще у него 4 редакции. Интересно, что это было первое выступление Баха в Лейпциге, первое выступление, и вообще первое выступление в этом жанре. Вот. И Бах не знал о том, что по традиции в Лейпциге страсти исполнялись попеременно в четные годы в церкви святого Николая, в нечетные в церкви святого Фомы. И он не успел напечатать либретто и ошибочно указал на титульном листе не ту церковь. В результате огромные проблемы у него с этим были. Исполнение пришлось в итоге назначить так, как положено, согласно церковной догме, церковным традициям. Но Бах был очень недоволен, потому что у него были большие возражения, потому что в церкви святого Николая его не устраивала теснота на хорах. Хоры – это место, где располагаются хор, оркестр, солисты, да. И, в общем, и клавесин там нуждался в починке. В общем, это все как-то привели за городской бюджет. Тогда это было очень трудно в надлежащий вид, но, тем не менее, Бах был очень расстроен. И интересно, что партитура этого первого исполнения не сохранилась. И ко второму исполнению спустя год, это совершенно трудно представить себе, это действительно только Бах и Моцарт такое могли сделать, потому что Бах просто заново написал партитуру целиком к 1725 году. Таким образом, это получилась вторая редакция. Целиком такое громадное сочинение, это не поддается никакому объяснению. И для следующего исполнения, спустя еще 7 лет, он сделал 3-ю редакцию, вот, приблизив как бы все к первой редакции скорее, потому что во второй были большие изменения. И еще более в 4-й редакции он воспроизвел первоначальный вид произведения, это уже за год до своего ухода из жизни, в 1749 году. Были также несколько изменений в текст внесены. Вот. И интересно, что ни одного из партитурных автографов страстей по Иоанну не сохранилось, и
сегодня только вот известно начало партитурного автографа пятой неполной редакции, которую Бах начал в 1939 году. Вот. Ну, это все такие исторические сведения. Собственно, здесь так же, как в «Страстях» и по Матфею, как я вам рассказывал, 3 типа текстов. Да, это мадригальный текст в свободной стихотворной форме, библейский текст, это главы 18 и 20, 18 и 19 из Евангелия по Иоанну, 18-19, и также, конечно же, текст песенный, то есть на песни различных средневековых поэтов. Все абсолютно повторяется то же самое. Интересно, что вот уже с самого начала, мы сейчас пойдем по музыке, Бах вводит вот эту реалистичность, вот какой-то трепет, страх и ощущение того, что происходит что-то глобальное. Вообще это произведение оркестровано для 2 гобоев, да, струнного оркестра, континуа и органа, но также 2 флейты иногда туда применяют. Вот таким образом, я сначала прочитаю перевод, я хотел бы вам показать, как строится вот этот хор начала, как Бах сопоставляет просто элементы. Хор, литературный перевод говорит о следующем. Herr unser Herrscher. Бог, о Господь наш, воспоем, по всей вселенной славен будь. Нас учит скорбный пассион, да, ты и вправду Божий Сын, для всех времен, и даже в тяжких бедствиях прославлен на века. Вот посмотрите, если кто-то помнит знаменитый фильм про Моцарта, когда Моцарт уже перед смертью, ну, якобы, это доподлинно неизвестно, и Сальери ему помогал записывать «Конфутатис», как там все строилось. Если кто-то помнит этот потрясающий момент, вот здесь то же самое. Посмотрите, абсолютно идет, я по отдельности сыграю, невинная мелодия 2 гобоев, она вообще вам ни о чем не будет говорить. Я играю 1 гобой. 1, 2. Ну, то есть, непонятно просто ничего. Играю 2 гобоя. 1. И так далее. Посмотрите, играю теперь то же самое с басом. Просто идет бас, да? И вот это абсолютно тот момент, как в «Конфутатисе», когда Сальери у Моцарта спрашивает, и что, это все не может быть, чтобы это было так просто и ничего не значило. И теперь играют самую главную фигурацию, абсолютно апокалиптическую, струнные инструменты, скрипки, альты и виолончели, там, ну, скрипки и альты в основном, да? Смотрите. Посмотрите, как это теперь звучит все в целом. Совершенно феноменально. Посмотрите, как вот у Баха органный пункт. Это ведь могло все быть таким образом. Да, но нет. Все время вот этот органный пункт снизу придает ощущение какой-то фатальности абсолютно.
вступление оркестра. И вышел с органного пункта. Вступает хор. Но действительно это потрясающе совершенно сделано. Вот баховские абсолютно эти периоды, когда долго-долго-долго на органном пункте идет, потом он вдруг спускается, какое-то просветление. Посмотрите, как это звучит. Как будто опустило что-то. На этом органном пункте продолжает петь хор Herr, unser Herrscher. Ну, как бы Господь, 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 наш владыка. Вот такие аккорды. И хор продолжает имитировать. И тоже посмотрите, как это звучит просто. Сначала я специально подробно разбираю. Без вот этих вот апокалиптических фигураций, как это звучит просто на органном пункте, да? Вот с этими фигурациями. Совершенно невероятно. Herr unser Herrschen, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. То есть, чья слава во всех землях велика. Но это действительно сделано потрясающе, когда хор начинает вот это имитировать. И опять вот он слезает с этого органного пункта. Да, вот это ну, действительно сделано действительно потрясающе. Это трудно изобразить на одном рояле, да, но вот эту партитуру, но я вам рекомендую это слушать, потому что это звучит действительно потрясающе. Дальше опять, вот я не смогу на одном рояле сыграть, хор, такие как бы реплики идут полифонические. Опять же, Господь, владыка наш. Господь наш владыка, и на этом всем опять же вот это продолжается апокалиптика.
наш владыка. Действительно сделано невероятно, понимаете, вот здесь он берет вот это слово «наш владыка, чья слава по всей земле», и как будто вот это идет на 8 тактов такое на органном пункте. Для тех, кто не помнит, что такое органный пункт, это когда одна и та же нота повторяется внизу вне зависимости от гармонии, и вот он накаляет, смотрите, «наш владыка», одно слово, хор поет вот хор поет. Казалось бы, ничего, когда это один такт, но когда это 8 тактов подряд, это вводит в абсолютное, тотальное оцепенение. Вот говорят, Бах – это молитва в каждой ноте. Вот здесь оно и есть. Это сплошное, невероятное, причем абсолютно реалистическое покаяние. Вот я сейчас дальше буду играть. Да, сейчас вот так вот отключим здесь. Так, поехали, дальше играем. Значит, вот эти вот 3 возгласа хора. Господи, 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 Господи. Господи наш владыка, заканчивается первый раздел «Господи наш владыка». Посмотрите, как здорово это Бах делает вот эти свои великие пассус дуриускулус, так называемый это на латинице, нисходящий ход. Совершенно потрясающее вот это ощущение апокалипсиса. Посмотрите. Какая-то надежда и вот... Дальше начинается в другой тональности, в параллельно, в ми-бемоль-мажоре, дословно, вот литературный перевод, «Насучит скорбный пассион, да ты и вправду Божий Сын для всех времен». А литературный, дословный перевод, «Покажи нам через свои страсти, через свой вот этот пассион, через свой путь, dass du der wahre Gottes Sohn, что ты истинный Божий Сын на все времена». И даже в тяжких бедствиях. Там вот это же идет фигурация. А в оркестре продолжается вот эта фигурация уже в мажоре. Длинное восхождение. Видите, в басу все время. Вот это вот.
пришли наконец. Так вот оканчивается второй раздел, как бы серединка, и после чего идет докапа. Опять абсолютно то же самое, просто в другой тональности, вот этот нисходящий ход. Твое имя по всей земле, как бы дословно, да? По всем землям. Вот еще раз я это сыграю. После этого опять, я сейчас целиком не буду играть, но начало, только опять на репризу пошел апокалипсис. Господи. И так далее. Ну, то есть, это действительно совершенно невероятная абсолютно сила хор. Я вам рекомендую его слушать, потому что в записи, потому что здесь изобразить это очень трудно. То есть, вот постоянно на такой судьбоносной мелодии. И все время бас идет. Баховский один и тот же. Действительно, это совершенно невероятно. Двигаемся дальше. Значит, в отличие от «Страстей по Матфею», где Иисус всегда у Баха сопровождался струнным оркестром и континуо, да? Вот здесь в «Страстях по Иоанну» Иисус все время, как и евангелист, идет просто под континуо и под орган. Я вам постараюсь кое-что изобразить голосом, да, просто вы не следите за вокалом, и мне именно интересно, показать вам, насколько Бах здорово вот эти все характеры и оттенки ловит, которые представлены в Евангелии. Значит, речитатив звучит так. Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев,
приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. И Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Хор отвечает: «Иисуса Назарея». И Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его, и когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Тоже место для толкования, конечно. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Хор опять: «Иисуса Назарея». И Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Вот я теперь вам попытаюсь исполнить. Посмотрите, достаточно трагическое уже само начало было и здесь, да, и Евангелие 18 главы. Поэтому идет в миноре вот такой речитатив. Jesus ging mit seinem Jungen über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, вот смотрите, начинается, говорит Иуда, который знал это место и хотел предать его, и сразу как музыка, вот этот уменьшенный аккорд Бах вводит. Посмотрите, вот я еще раз пою. Da rein ging Jesus и со своими учениками, und seine Jünger. Но Иуда, Judas aber, denn ihn verriet, wusste den Ort auf. Denn Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jungen. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und die hohen Priester und Pharisäer, die... Вот здесь даже, смотрите, момент такой. Иуда пришел вот с этой всей, как сказать-то, шар, ну, с этой компанией, да, высоких жрецов и фаризеев. И когда вот высоких жрецов даже ход наверх идет. Посмотрите. Да, nun Judas zu sich hatte genommen die Schar в компании высоких жрецов und des hohen Priester und Pharisäer kommt dahin mit Fackeln, с факелами пришли, лампами, Lampen und mit Waffen. И дальше как меняется, когда Иисус говорит, когда евангелист говорит, что Иисус знал все, что с ним должно произойти, поэтому вышел. Вот такой напряженный прошел речитатив. Mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Поскольку Иисус знал все. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte. Вышел вперед, ging hinaus, вышел вперед и сказал им, und sprach zu ihnen, wenn suchet ihr, кого ищете? Они отвечали: Иисуса Назарея. Sie antworteten aber, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth. Смотрите, как это здорово сделано, опять на примере вот этого речитатива подробно. Иисус же знал все. Als nun Jesus wusste alles, что с ним должно было произойти, was ihm begegnen sollte. Спокойная гармония мажорная. Вышел вперед. Гинкер дахин. Уже какой-то та-та-та-там. Гинкер дахин. Вышел вперед и сказал им. Он sprach zu ihnen. Просто признание. И кого ищете? Сама интонация. Wer suchet ihr? И они отвечали, и вот здесь хор поет Иисуса Назарея. Посмотрите. Они отвечали: Sie antworteten ihm, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen, Иисус сказал им: вот я, ich bin's, Judas aber. Вот смотрите, как здорово Бах опять про Иуду, когда сразу резкая смена тональности. И Иуда, который хотел предать его. Вот посмотрите, начинается. И Иисус говорит им: вот я. Jesus sprach zu ihnen, ich bin's. Но Иуда, Judas aber den ihn verriet, auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fliehen zu Boden. И пали на землю. Тогда Иисус спросил их второй раз, да fragte sie abermals, wen suchet ihr? И опять они отвечали: Иисуса Назарея. Sie aber sprachen Jesum
Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth, Иисуса Назарея. Иисус antwortete. Но Иисус отвечал. И посмотрите, как меняется речитатив. Иисус всегда, когда он поет бас за Иисуса, у него всегда уверенные тональности, уверенная мелодика, и он точно знает, чего он хочет, что он хочет сказать, и точно знает, что произойдет. Смотрите, как здорово это выражается. Значит, Иисус отвечал, Иисус antwortete. Я вам сказал, что это я. Ищите же меня, но оставьте моих ближних в покое. Ich habe gesagt, dass ich sei, suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Какое благородство, да? Посмотрите еще раз. Ищите меня, вот я, но оставьте моих приближенных. Ich habe gesagt, dass ich sei, suchet ihr denn mich, so lasset dieser gehen. Благородство какое. И идет евангельский речитатив после хорал, извините, хорал. О große Liebe, о большая любовь. О свет любви, любовь твоя безмерна, тебе она открыла путь мучений. Я жил в миру, в забавах и усладах, а ты в страданиях. Вот посмотрите, мы с вами играли некоторые, если кто помнит, хоралы из «Страстей по Матфею», некоторые просто космической небесной красоты были, уносящие куда-то ввысь. Вот преимущественно в «Страстях по Иоанну» как раз более реалистично все, более скорбно. Посмотрите, несмотря на такие слова, «О свет любви, любовь твоя безмерна, тебе она открыла путь мучений, я жил в миру в забавах и усадах, а ты в страданиях». В «Страстях по Матфею» это бы унесло куда-то совершенно вверх, ввысь, что-то такое было скорбное, но светлое. А здесь действительно в прямом смысле музыка такая становится тяжелая и несколько даже реалистичная по моему восприятию. Еще раз говорю, да? Двигаемся дальше. Евангелист, дальше евангельский речитатив. «Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Сейчас листается, посмотрим. Auf dass das Wort erfüllet würde, wenn es sagte, ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert. Опять же, посмотрите, как меняется. Вот все было хорошо, и вдруг у Симона Петра был меч. Какая интонация речитатива? Меч, что-то такое режущее. Da hatte Simon Petrus ein Schwert, zog es aus und schlug nach dem hohen Priestersknecht. Опять же, вот ударил слугу высокого жреца. Und schlug nach des hohen Priestersknecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. И отрубил ему правое ухо. Опять, смотрите, какие интонации. Такие жесткие, тяжелые, реалистичные. Und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht ist Malchus, звали его Малх. И тогда говорит Иисус Петру, да sprach Jesus zum Petru,
И вот здесь смотрите, что Иисус говорит, да? «Вложи меч в ножны, не должен ли я выпить чашу, которую дал мне Отец?» Посмотрите опять, какое благородство и понимание. Посмотрите. Значит, да, sprach Jesus zum Petrus, говорит Иисус, «Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, der nicht mein Vater gegeben hat, den Kelch, den nicht mein Vater gegeben hat». Потрясающе, хоть это и не со струнным оркестром, но речитатив очень действительно такой воодушевленный, и Иисус, как всегда, знает, что должно произойти, и какой-то момент утешения даже в его словах по отношению к своим ученикам, да? «Вложи меч в ножны, stecke dein Schwert in die Scheide», то есть, друг мой, не печалься, да? «Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken». Не должен ли я выпить чашу? Спокойный, скорбный, но спокойный, понимающие слова. «Soll ich den Kelch nicht trinken», которую дал мне Отец, «Den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat». И после чего следует хорал. «По воле Божьей будет все на небесах и на земле. Дай нам стерпеть годину бед, неся в себе любовь и боль. Направь на путь и плоть, и кровь, когда наперекор идут». Я специально спою с предыдущим речитативом. Посмотрите, как это здорово соединяется. Вот здесь надо просто почувствовать, насколько хоралы, мы в «Страстях по Матфею» это не успевали делать, насколько хоралы полностью соответствуют, раскрывают содержание до них предыдущих сказанных слов. Еще раз читаю и потом спою. «Вложи меч в ножны, — сказал Иисус, — неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» И хорал. «По воле Божьей будет все, на небесах и на земле. Дай нам стерпеть годину бед, неся в себе любовь и боль. Направь на путь и плоть, и кровь, когда наперекор идут». Интересно, да? «Да, sprach Jesus zu Petrus», сказал Петру, «Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat». Потрясающе, просто потрясающе. Дальше речитатив идет, да? «Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал привратнице и ввел Петра. Тут служанка-привратница говорит: так, извините, пожалуйста, я вам читаю следующий речитатив. Еще раз прочитаю назад. Я смотрю, что-то не то. Пропустили мы. Предыдущий, да, речитатив. Значит, после хорала. «Тогда когорта и трибун, и еврейская стража взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Киафе». Анна — это мужское имя, да? Который был на тот год первосвященником. Это был Киафа, который подал совет евреям, что лучше одному человеку умереть за народ. Die Schar und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesu und banden ihn und
führte den ihn aufs Erste zu Hannas. Der war Kaiphas schwer, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, denn der Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Смотрите, как здорово это сделано. Какие тонкие аккорды Бах применяет вот здесь. Это был Каифас, который посоветовал Иуде, ну и вообще посоветовал на совете, да, посоветовал евреям, es wäre gut, dass ein Mensch, что человек будет, что один человек погибнет, Mensch würde, такая тяжелая гармония сразу. Вторая низкая это называется, но это не важно. Mensch würde umbracht für das Volk. Действительно потрясающе это сделано. Die Schar aber unter Oberhauptmann. Видите, когда идет рассказ, то идет спокойные такие гармонии, когда евангелист рассказывает. Und die Diener der Juden Namen Jesu und banden ihm, уже напряженные связали, und banden ihm und führten ihn auf Erste zu Hannas. Der war Kaiphas schwer, родственник был его, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, тот Каифас, который сказал евреям, der den Juden riet. Видите, сразу напряженный аккорд, der den Juden riet. Es wäre gut, было бы хорошо, чтобы один умер за народ. Какая неестественность и боль здесь, посмотрите. Riet, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. И после этого действует потрясающая альта von den Stricken meiner Sünden, чтобы цепи прегрешений с меня слетели, Бог Господь закован, чтоб меня от тяжкой муки скоро избавить, Он стерпел побои. Вот таким образом, друзья, это первая половина, мы дальше арии начнем, я поделил ровно, первая часть она чуть короче, вторая длиннее, поэтому я первую поподробнее с вами рассказываю. Потрясающая ария дальше. Мы с ней продолжим в следующий раз. Вот видите, у Баха действительно потрясающе оказывается, кто этого не знал, но это можно смотреть, слушать потом с текстом, да, все речитативы, это я так достаточно поверхностно вам пою и рассказываю, ну не пою, изображаю, как сказать, да, просто изображаю как могу. А у него на самом деле вот все интонации речевые, они абсолютно точно соответствуют содержанию. Какую куда ни возьми. Любой речитатив обязательно, как только что-то напряженное, будет напряженный аккорд, как только что-то обычное, будет спокойное, как только Иисус, будет благородство сразу, да, потом он в страстях по Матфею ввел аккомпанемент струнного оркестра, который мягкость и такое величие Иисуса выражает. Вот. Так что действительно это потрясающе. Вот. Таким образом, мы в следующий раз с вами, я решил чуть более подробно и чуть более это рассредоточить, потому что есть много интересных элементов, которые можно рассказать. В следующий раз мы пойдем до конца первой части и в воскресенье, да, в 7 часов. А на следующей неделе мы с вами возьмем вторую часть, она чуть длиннее, но я надеюсь, все равно целиком получится посмотреть ее. И первый хор, вот этот, он вообще определяет все страсти. Как вы помните, мы с вами играли в финал первой части «Страстей по Матфею», который во второй редакции был началом «Страстей по Иоанну». Это что-то такое вот было. Вот этот хор более такой всеобъемлющий, торжественный, да? А вот потом Бах, я понимаю, почему он вернул вот это тяжелое начало. Этот тяжелый хор, потому что содержание, он подчеркивал как бы трагедию человеческой стороны именно для нас, как для людей, и трагедию вот Иисуса как человека, да?
Для него это было очень важно, именно то, что он потерпел человеческие настоящие страдания вот эти. И это, конечно, очень здорово выражено в этой всей музыке. Первый хор, вот, который я вам попытался изобразить, да, слушайте его, особенно в аутентичных исполнениях, это действительно нечто феноменальное. Вот я всегда сравниваю, человек как будто сидит, да, и после того, как первые просто несколько секунд вы услышите этого хора «Страстей по Иоанну», человек уже полностью меняется. Его и сознание, и подход к жизни, и все, что хотите, прежними оставаться не могут. Это вдруг как будто вам открыли занавесу. Вот вы сидите, и вот так вот раз шторка, чух, и оказывается, мир не такой, какой я думал до этого. Вот это качество, я думаю, что, наверное, только в баховской музыке есть. Мгновенное абсолютно покаяние. Вот молитва в каждой ноте, да, как говорят. Мгновенный абсолютно перенос в что-то, я даже не могу сказать высокое, как это объяснить, покаяние, раскаяние, но человек сразу видит, как будто бы что означает, что почему и что на самом деле происходит. Вот это особенно даже не страсти по Матфею, а именно страсти по Иоанну первый хор выражает. И он, конечно, огромный отпечаток на все это произведение наложил. Так что вот таким образом, дорогие друзья, в воскресенье пойдем дальше. Слушайте обязательно, потому что я не могу это все точно, идеально для вас изобразить, да, но вот так вот рассказать примерное содержание могу. Всем огромное спасибо и до встречи в воскресенье. Следите также за нашими обновлениями на канале. Мы с Артуром Назиуллиным представляем вам песни Брамса, цикл, да, еще будем другие записи предлагать вам. Так что вот на наших каналах вы можете за всем следить. Мы стараемся для вас и для того, чтобы красота жила и не умирала. И слушайте Баха обязательно. Всем хорошего вечера. Пока.